Для кыргызского народа характерны честность и справедливость. Он всегда умел с достоинством вынести тяжелые испытания, выпавшие на его долю. В первые годы независимости было немало трудностей, ощущалась нехватка продовольствия, хлеба, но люди стойко переносили их, твердо верили в правильность выбранного пути. Ради справедливости надо отметить, что прежняя власть также проделала значительную работу для создания независимого государства, усиления его международного авторитета, повышения уровня жизни населения. Однако ее неэффективность в последние годы порождала обоснованное недовольство в обществе. В угоду интересам высшего руководства страны вносились поправки в основной закон – Конституцию. Против мирных жителей Аксы, вышедших на демонстрацию с требованиями улучшения жизни, было применено оружие. В итоге 6 человек были убиты, более десятка ранены. Это произошло 17-18 марта 2002 года. Недовольство народа властью, использовавшей против своего народа оружие, росло с каждым днем. Еще больше усугубили положение грубые нарушения в ходе проведения выборов депутатов Джугурку-Кенеша, повсеместное использование административного ресурса, подтасовки и искажение итогов голосования. Для некоторых высших должностных лиц личные интересы были превыше всего. Их алчность, неудержимое стремление наживы были безграничны, а в это время более 70% населения жили за чертой бедности. В марте 2005 года жители Джалабада, Аша, Таласа и Сыкуля поднялись против власти. Акции протеста охватили Бишкек. 10 марта было создано движение «Народное единство», поставившее своей целью установление справедливости и проведение реформ во всех сферах общества. 24 марта Народное единство организовало на улицах Бишкека мирную демонстрацию. На площади Алато его участников встретили сторонники прежней власти. Противостояние грозило вылиться в кровопролитие. В такой исключительно сложной ситуации президент Акаев оставил свой пост и покинул Кыргызстан. Затем ушел в отставку глава правительства Танаев. Таким образом, противостояние на площади Алато привело участников мирного митинга к победе. На тот момент главным стал вопрос о новом главе и лидере государства. Было понятно, что возвращение Акаева невозможно. Народ поручил исполнять обязанности главы государства и правительства Бакиеву. 6 октября 2005 года президент подписал указ о мерах по доработке проекта закона Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики и обновлении в этих целях конституционного совещания, созданного для разработки указанного проекта закона. 22 октября 2007 года указом президента Джугурку-Кенеш, избранный в 2005 году, был досрочно распущен. 16 декабря 2007 года состоялись выборы в новый 4-й созыв Джугурку-Кенеша, состоящий из 90 депутатов. Выборы, согласно новой редакции Конституции, были проведены по партийным спискам. Первое заседание нового Джугурку-Кенеша состоялось 21 декабря. На нем депутаты приняли присягу служить интересам государства и народа. Были сформированы 3 депутатские фракции: Акджол – 76 человек, Социал-демократическая партия Кыргызстана – 11 человек, партия коммунистов Кыргызстана – 8 человек. Политические партии и общественные организации. В условиях суверенитета республики, образовавшиеся в годы перестройки общественно-политические организации Кыргызстана в соответствии с Конституцией получили право свободы деятельности. Возникали новые политические партии, профессиональные союзы и общественные объединения. Согласно Конституции, в Кыргызской республике не допускается слияние государственных и партийных институтов, а также подчинение государственной деятельности партийным программам и решениям, образование и деятельность партийных организаций в государственных учреждениях и организациях. Демократические принципы стали основными приоритетами деятельности не только политических партий, но и других общественных организаций, профсоюзных, неправительственных. Новые условия позволили профсоюзам Кыргызстана расширить свою работу по защите социальных прав и свобод граждан. Ориентир на построение в Кыргызстане гражданского общества обусловил появление и деятельность сотен неправительственных организаций. Причем некоторые из них превратились в очень влиятельную общественную силу. Провозглашение в республике приоритета защиты прав человека стало толчком для создания правозащитных организаций. Деятельность некоторых организаций стала хорошим примером плодотворной деятельности во имя сохранения политической стабильности и гражданского согласия. В республике немало общественных организаций, деятельность которых направлена на решение важных проблем в экономической, социальных сферах. В их числе организации общества, представляющие интересы граждан-инвалидов, в силу этого нуждающихся в особой социальной защите и внимании. В целях оказания им государственной поддержки в 1998 году при президенте Кыргызской республики был создан Совет по делам инвалидам. В 1999 году принята национальная программа поддержки инвалидов. Это способствовало активизации деятельности Кыргызского общества слепых и глухих, роль которого в организации и обеспечении жизнедеятельности этой категории инвалидов огромна.
Это общество, созданное в 1937 году, является одним из первых общественных организаций в республике. Деятельность общества охватывает все области и районы республики. Его членами являются около 10 тысяч инвалидов. Их трудовую занятость обеспечивает 11 специализированных предприятий. В республике действуют 6 детских садов, 4 специальные средние школы, которые проводят также огромную работу по адаптации своих питомцев для дальнейшей самостоятельной жизни. В результате более 100 выпускников этих школ продолжают свое образование в высших учебных заведениях. С 1991 года Кыргызское общество слепых и глухих возглавляет видный общественный деятель Мамбит Акунов. В 2009 году построены многоэтажные 4 дома и около 200 семей инвалидов обеспечены жильем.